В стадии разработки идет серьезнейшая реформа миграционного законодательства. У нас уже практически написан новый закон, который планируется вносить в Государственную Думу в третьем квартале следующего года. То есть в третьем квартале 2022 года закон будет внесен в Госдуму. Частично он появлялся уже, скажем так, в открытом доступе в марте. МВД презентовало какую-то часть. Вот. Там он еще активно дорабатывается, но смысл в том, что это будет очень серьезное изменение. Во-первых, вступит в силу вот этот документ под названием ID-карта мигранта. Каждый иностранец, приезжающий сюда на срок более 30 дней, обязан будет получить этот документ. Это позволит и ему никаких проблем не иметь. Вот у него документ, да, уже конкретно. Это будет документ, удостоверяющий личность, то есть можно будет не носить с собой национальный паспорт. И точно так же нам он будет понятен, потому что для получения этой ID-карты, как сейчас для получения патента, он должен будет сдавать отпечатки пальцев, то есть пройти дактилоскопическую регистрацию, если говорить официальным языком, пройти анкетирование, то есть мы будем понимать, кто он, что он, зачем приехал, куда приехал. И эта ID-карта будет выдаваться на 10 лет, то есть с момента ее получения у него появится возможность жить и работать на всей территории Российской Федерации, он не будет привязан к субъекту, как сейчас с патентом. Вот. И там очень много появляется позитивных моментов, то есть часто бывает, журналисты спрашивают, вы считаете, кому будет лучше после этого закона, мигрантам или наоборот России? Я считаю, что любая правильная оптимизация законодательства делает лучше всем. Потому что если мигрант будет легко и понятно оформлять документы, будет лучше ему, но как только он их начнет оформлять, то все мигранты у нас будут с пройденной дактилоскопической регистрацией, они будут нам понятны. Там будет определенная система приложения на телефон с неотключаемой геолокацией, мы будем понимать, где они реально находятся. То есть это будет действительно для всех сторон огромное улучшение. То есть там будет реестровая модель, то есть мы понимаем, что у нас государство идет в целом к реестровой модели, и у нас есть реестр объектов недвижимости, реестр юридических лиц. То есть, в принципе, реестровая модель сейчас очень активно везде внедряется. Там также будет реестр иностранных работников и реестр работодателей, которые привлекают иностранных работников.